Минимальный размер оплаты труда вырос с 1 января на 6,3%. Теперь он составит 16 242 рубля в месяц. Повышение почти на 1000 рублей. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. Их среднегодовой размер увеличится до 22 174 рублей. Пенсионный фонд и фонд социального страхования теперь объединены в Социальный фонд России. Это позволит оформлять все соцвыплаты в одном окне. Более 100 социальных сервисов собраны на портале госуслуг. Малоимущие семьи начнут получать универсальное детское пособие, которое объединит все существующие меры поддержки. Оно составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости. Пособие получат и нуждающиеся беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках. Введены новые выплаты для медиков, которые работают в ЦРБ, первичном звене и скорой помощи. Размер надбавки зависит от должности и функционала. Для врачей первичного звена это 14,5 тысяч рублей, для фельдшеров 7 тысяч, для младшего медперсонала 4 тысячи рублей. Отменяется скидка в 30% на оплату госпошлин через портал госуслуг. Срок уплаты штрафов возрастает с 10 до 20 дней. Скидка в 50% будет действовать 1,5 недели. Ставка льготной ипотеки вырастет с 7 до 8%, а программу семейной ипотеки распространят на всех родителей двоих несовершеннолетних детей. Водительские права, срок действия которых истек до 1 января 2023, будут действовать еще 3 года. Разводить кур и кроликов теперь можно на садовых участках. Ранее за это полагался штраф. Держать живность разрешили для собственных нужд с соблюдением земельного законодательства, ветеринарных и санитарных норм. Лена Знатульна, ТНВ.